Нам відомо про законопроект, представлений Конгресом минулого тижня, який називають як уточнюючий закон про захист енергетичної безпеки Європи 2020 року. І ми стежимо за процесом. В принципі, ЄС виступає проти введення санкцій щодо компаній Європейського Союзу, які ведуть законний бізнес. Ну и вот датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 разрешение использовать суда для трубоукладки с якорями для завершения последнего отрезка трубопровода в водах Дании. С нами сейчас на прямой связи Геннадий Рябцев, фахівець з державної політики у паливно-енергетичному комплексі. Вітаю вас. Доброго дня. Добрый день. Ну вот действительно датское энергетическое агентство предоставило сейчас Nord Stream разрешение использовать суда для трубоукладки с якорями для завершения этого отрезка. Как вы думаете, достроит Северный поток все-таки 2? Запустят ли его или нет? Ну, честно говоря, я сразу после того, как было начато строительство, после того, как стало известно, кто является конечным бенефициаром этого строительства, мои коллеги, большинство моих коллег и я были убеждены в том, что этот трубопровод будет достроен. Угу. К сожалению... Сейчас... Да, я слушаю вас. Да-да-да, вы говорили, что вы были уверены, что Северный поток достроит, ну а сейчас, вот ваше предположение, учитывая санкции... Сейчас мнение мое не изменилось, и я по-прежнему считаю, что Северный поток-2 будет достроен. Почему? Да. Потому что Германии нужен газ. И если мы откроем все документы стратегического которые определяют направление стратегического развития этого государства, мы увидим, что без российского газа реализация этих документов невозможна. Следовательно, если ведущая страна Европейского Союза за строительство, если уже расписаны наперед все объемы, которые будут получены налогоплательщиками Европейского Союза на годы, если не на десятилетия вперед, то становится ясным, что любое вмешательство, кого бы то ни было, в это строительство будет наражатися на спротив з боку всіх європейських компаній, всіх європейських урядів.